Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Цель праздника – содействие языковому и культурному разнообразию, защита исчезающих языков. Как в Якутии обстоит ситуация с изучением родных языков, расскажет наша гостья. С нами на связи Наталья Ситникова, заведующая отделом кочевого образования филиала Федерального института родных языков народов Российской Федерации в городе Якутске. Наталья Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, изменилась ли ситуация в школах республики по изучению родных языков? Потому что ранее вы отмечали, что родной язык изучается только в 40 школах из 70 расположенных в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Могу сказать, что ситуация отслеживается ежегодно. Федеральный институт проводит мониторинг родных языков на всей территории Российской Федерации. Но в Якутии ситуация остается стабильной. Количество детей, конечно, увеличивается, но не прибавляются школы и дошкольные учреждения, в которых изучается язык коренного малочисленного народа. Здесь много причин, почему, наверное, это не делается. Это комплексная проблема. В каких селах еще сохранилась языковая среда и какие усилия необходимо предпринимать, чтобы обучение родным языкам начиналось с детского сада? Это места компактного проживания, где традиционно разговаривают и детей обучают на родных языках. Их несколько всего лишь. Я отмечаю еще раз, как и в предыдущие годы, это Себен-Кюль Кобейского района, Березовка Среднеколымского района, село Андрюшкино, село Колымское, село Иенгра Невенгринского района. Но можно так сказать, что практически это все. В остальных школах изучается язык коренного народа как предмет. И, конечно, сейчас есть возможности для того, чтобы вводить эти языки в дошкольные образовательные организации. Но, к сожалению, проблема остается на месте с подготовкой кадров, которые владеют родными языками коренных народов. Также, наконец, увидел свет учебно-методический комплекс по тундриному юкагирскому языку и чтению. Для какого класса разработан этот комплекс? Наш институт имеет отдел учебников и цифровых образовательных ресурсов, и они разработали комплексы по многим языкам, в том числе по эвенскому языку для начальной школы, по эвенкийскому языку для начальной школы и для 5-7 классов, по телеутскому языку, по долганскому литературному чтению и другим языкам. Кроме этого, осуществлялся перевод художественной и детской литературы на родные языки. А что касается юкагирского языка, то с этого года по программе поддержки государственных и местных официальных языков Республики Саха-Якутия были предусмотрены средства, на которые как раз и разработан целый комплекс. Это обновлен букварь, учебники по тундринному и кагирскому языку для начальной школы и по литературному чтению. Вышел весь комплекс, в том числе пособия для учителей и электронной формы учебников. Конечно, хочется выразить нашу благодарность руководству республики, которые обращают внимание на поддержку учебно-методического обеспечения школ. И, конечно, в будущем надеемся на то, что также будет проводиться работа в отношении дошкольных учреждений и основной школы. Учитывая численность населения юкагиров, где изучается этот язык? Это малочисленный народ. Численность этого народа крайне малочисленная, чуть более 1000 людей, и из них треть – это адулы, и 2/3 – это вадулы, то есть тундренные юкагиры. И они проживают только в Республике Саха-Якутия, и, конечно, республика несет полную ответственность за то, чтобы этот язык не был бы забыт народом и был бы возрождаемым. Есть несколько разных методов возрождения и сохранения и документации языков.
И, конечно, ученые этим занимаются. А если в целом говорить о методических пособиях, какие новые удалось разработать за это время, по каким языкам и для какого возраста? Более 16 языков Российской Федерации получат новые разработки, и институт это обеспечивает, и каждый год, получая государственное задание от Министерства просвещения Российской Федерации, это очень перспективная работа, и она не может быть проведена только на конкурсной основе. Понимая это, на федеральном уровне именно создан такой институт и отдел в институте, который занимается только учебниками, программами обучения родным языкам. И, конечно, работа продвигается. Но известно, что кадры также решают все. Какие изменения необходимо ввести в систему подготовки кадров воспитателей и учителей родных языков? Языки коренных малочисленных народов изучаются на всей территории Республики Саха-Якутия. Например, говоря о юкагирах, можно сказать, что предмет изучается в селе Андрюшкино. Кроме того, есть факультативы, кружки, есть воскресные школы в Казачье, в Якутске, в Черском, в Аллайховском районе. То есть я бы сказала, что идет возрождение интереса общественности, родителей к изучению родного языка. Особенно можно это заметить на примере эвенкийского языка и эвенского языка, поскольку численность детей увеличивается, тех, которые изучают эти языки. Я думаю, что и численность учителей и воспитателей тоже должна соответственно расти. Необходимо ввести модули, интегрировать программы, чтобы учителя начальных классов знали родной язык того или иного коренного народа, и кроме этого могли бы дошкольные воспитатели также владеть такими знаниями и проводить занятия на своем родном этническом языке. К сожалению, это продвигается медленно, но я думаю, что по примеру других регионов Якутия сделает тоже шаг в эту сторону. В этом году мы сделали мониторинг родителей, чьи дети кочуют вместе с детьми, и хотели предложить им получить образование в заочной дистанционной форме для того, чтобы наши хозяйки ЧУМов, работницы могли бы получить образование дошкольных воспитателей или учителей начальных классов. И наш Северо-Восточный федеральный университет и Якутский педагогический колледж откликнулись на наши предложения, и я думаю, что в скором времени у нас уже появятся такие специалисты. Наталья Васильевна, известно, что без языка нет культуры. Как вы считаете, например, в школах существует такой предмет изучения, как культура народов республики. Как с этим сейчас обстоит дело? Язык – это и есть культура, и, конечно, культура, она не может быть понята без языка. Но на самом деле есть разные концепции возрождения языков. Например, есть приверженцы того, что надо все задокументировать, оцифровать и таким образом сохранить язык. Есть тенденция ученых, которые утверждают, что можно спасти языки различными методиками. Есть лучшая практика в других регионах мира, например, как языковое гнездо или метод мастер-ученик, когда носитель культуры, старейшина, приходит в учебное заведение и именно говоря на языке, он пропагандирует какое-то традиционное занятие, какой-то элемент культуры. Нам бы хотелось, чтобы дальше развивались такие методы, как привлечение детей к созданию аудиовизуальных инструментов. Проще говоря, это фильмов, мультфильмов, различных игр, постов в средствах социальных сетях и так далее. То есть чем больше народу будет привлечено в мероприятия культурного характера, тем больше людей будет заинтересовано в том, чтобы знать, о чем они поют, о чем говорят старейшины. Конечно, культура имеет огромное значение, и она должна быть в деятельности. То есть не надо рассказывать о культуре, а нужно ее
в практике внедрять. Во многих языках есть особого рода приложения, по которым можно изучить язык малочисленных народов любого государства, как известно. А какие перспективы есть у нас в Якутии в этой сфере и проводится ли вообще эта работа? В эти дни проводится много мероприятий, которые как раз посвящены презентациям различных наших достижений. И буквально недавно в Национальной библиотеке была презентация разговорника русско-венкийского. Разговорник с дополненной реальностью, видео, звук. И, конечно, там участвовали дети. Чем больше будет таких мероприятий, чем больше общественных организаций будут участвовать в конкурсах на гранты президента нашей республики, президента Российской Федерации. Посмотрите, какой интересный проект сделали в Жиганском муниципальном районе, когда у них есть как раз объединение организации, общественной организации средств массовой информации, детей, учителей и специалистов по новым технологиям, учителей, которые являются носителями языка. И, конечно, в ходе гранта они получили оборудование для мультипликации. Я бы хотела, чтобы в каждой школе, где учатся наши дети и преподается язык коренного малочисленного народа, были бы такие возможности. Была бы организация, которая объединяла все усилия, были бы именно такие вот технические средства, как мультипликационные столы, компьютерная техника хорошая, чтобы был интернет, чтобы они могли общаться друг с другом и показывать, какие достижения у них есть по родным языкам. Онлайн вообще обучение – это очень доступно. И, конечно, интересно детям, когда они сами участвуют в производстве таких вещей под руководством учителей, носителей языка и при участии общественных организаций, то есть родителей. Я хочу пожелать всем, кто занимается такими методиками обучения с применением различных онлайн-техник и методик, поактивнее участвовать в цифровизации документации живой речи старейшин, записывать на видео свои традиции, культуру, родной язык. И, конечно, вот таких конкурсов должно быть побольше. Благодарю вас, Наталья Васильевна, за то, что согласились стать гостьей нашего интервью. Будем надеяться, что ваши пожелания сбудутся в самое ближайшее время. И позвольте поздравить вас с праздником. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.